Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и на понравившегося вам мужчину. А тема звучит так. Возможны ли между вами отношения? Будут ли между вами отношения? Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы ходят моими руками, потому что сейчас не скрыто. Между вами время вышло. Время. А вы друг на друга смотрите. Это хороший знак. Но давайте разбираться. Давайте начнем, пожалуй, с мужчины. А потом на вас я хочу перейти, потому что здесь четко и вас показали, и его. Показали, что вы очень разные люди. Либо вы совершенно по-разному воспринимаете любовь и взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Смотрите, по поводу мужчины. Я не могу сказать, что он прям настроен, нацелен на прям любовь, семью, да, любовь до гроба, семья, дети. Он не настроен. По крайней мере, вот сегодня, когда мы делаем эту отсыпочку, он на это не настроен. Он может вам говорить, что да, я хочу, но, девчонки, не в ближайшее обозримое будущее. Ему хочется, да, действительно, женской любви, женской ласки. Ему хочется, знаете, как провести время, потом получить удовольствие. Хочется гулять, хочется развлекаться. Вообще мне идет такое ощущение, что этот мужчина либо с отношений недавно вышел, либо этот мужчина даже не совсем свободный. Вы уж меня простите, но идет такая энергетика. Вот ему хочется драйва, ему хочется приключений, ему хочется, вот знаете, вот вкусить все прелести жизни, да так, что прям мало не показалось. Это еще так мягко вам говорю. Вот. Как голодный он, да? Голодный он к приключениям. И прям тянет его туда. Девчонки, не обижайтесь, пожалуйста, но говорю, как вижу. Это не значит, что он там как-то хотел бы вами воспользоваться, либо просто провести с вами время. Это его состояние и настроение в сегодняшнем дне. Мальчик хочет гулять. Вот как-то так идет. Это его не характеризует плохо. Это просто говорит о том, что да, он был в каких-то ограничениях, может быть, у него не было возможности, да, может, действительно там какая-то женщина у него рядышком была под боком, которая его никуда не пускала и во всем его ущемляла и ограничивала. Может быть, он с мамой живет, да, и у них какие-то финансовые сложности были. Ему пришлось тяжело работать, обеспечивать, например, и маму, и себя. И у него не было возможности там нагуляться, да, просто нагуляться. В общем, хочется, ему приключений хочется. Человек, он неплохой, у него нет какой-то, как бы это сказать, червоточины, да, вот такое яблочко наливное, червоточины я у него не вижу. Да, мы все разные, у нас и достоинства, и недостатки, все это есть. Он обычный человек, он обычный мужчина из крови и плоти, не святой, но и не грешник. Так мне идет. Я ничего плохого про него сказать не могу. По крайней мере, песок каких-то изъянов у этого мужчины точно не показал. Единственный минус в сегодняшнем дне – это то, что ему очень хочется гулять. Очень хочется, даже не просто вот гулять, да, а хочется развлекаться, вкусить от жизни самое вот интересное, вкусное и смачное. Ну, как бы это же не грех, не грех. Так, еще по поводу мужчины. В меру ленивый, но если есть какая-то задача, острая задача, девочки, мир перевернет и задачу эту выполнит. То есть он может там сутками работать, он может там не спать, не есть. Если задача есть, он ее прям выполняет, он к ней идет, к этой цели задачи. И пока не доведет до ума, он не успокоится. Трудяшка, но при этом может и лениться. Если что-то неважное, нет какой-то острой необходимости, то он может и забить. Такой человек, да. Но опять же, это не грех, да. Мы все такие, Господи, что тут такого? По поводу женщин, вы в его вкусе, вот сразу вам говорю, ваш типаж и в его вкусе.
И характер ему ваш очень тоже нравится. Девочки, вы все разные. Кто-то из вас скромный, а кто-то наоборот открытая. Вот то, какой вы являетесь, это прямо ему по душе. Вот нравится, заходите вы ему, интересно вы ему, привлекательно вы ему, прям тянет к вам, тянет. Вы, кстати, для него прям такое, знаете, искушение, да, мягко скажу, вы для него искушение. Сейчас он видит вас только как объект своего вот безумного желания. Прям хочет вас, хочет, понимаете? И если даже между вами уже что-то было, ему мало, ему хочется еще, ему хочется прям и разнообразить этот ваш интим, и прям, чтобы, не знаю, там всю ночь напролет, либо там сутки напролет, вот этого ему хочется. Ну, как я сказала, да, хочется развлечений. Еще по поводу вас. Если честно, он пока не рассмотрел вашу душу, он пока не рассмотрел ваши интеллектуальные способности, они у вас, кстати, очень завышены. Также он еще не рассмотрел ваших истинных желаний. То есть он вас воспринимает как равную. То есть, да, я хочу гулять, и она типа хочет гулять. И я веселый, типа она веселая. Либо я там такой, она такая. Да, вот он видит родство между вами. Либо воспринимает, да, что вы тоже в таком же настроении, в таком же направлении движетесь. И это в его глазах, конечно, вас очень сильно сближает. То есть, знаете, я нашел свою родную душу. Да? Я нашел себе очень классную подругу. Так, еще про любовь говорить не буду, ну, я не вижу, честно говорю, не вижу. У кого-то из вас, да, отыграет, что есть влюбленность. Но влюбленность это не любовь, сами понимаете, да? То есть какие-то вот такие чувства острые, ну, больше похожие на желание, он к вам точно испытывает. А что там в глубине прячется, но оно еще не созрело, девочки, ну, просто еще такое сырое у него идет. Так, еще что вы должны знать? Вы должны знать, что этот человек по сути, по факту уже был влюблен. Влюблен, либо прям совсем молоденький был, либо даже какая-то детская любовь. Она очень плохо закончилась. И у него какой-то пунктик, либо какой-то как комплекс остался. Может быть, там девочка его обидела, да, либо женщина его обидела. И он теперь боится немножко, боится вот влюбиться, либо боится, влюбившись, раскрыться. То есть это есть. Так что не ждите от него каких-то скорых признаний. Может быть, только лишь в какой-то шутливой форме. А так, чтобы по-серьезному, чтобы прям там признался в любви, но это будет сложно ему, очень сложно ему дастся. Так, еще вы должны знать, что у этого мужчинки очень хороший потенциал, очень хороший. Если он попадет в правильные руки, если он еще немножечко над собой поработает, как-то себя прокачает, может какие-то знания получит, навыки дополнительные, может там с нужными людьми разнакомиться, то потенциал очень круто может реализовать. Но, к сожалению, в сегодняшнем дне рядом с ним нет хороших людей. Людей, которые могли бы ему подсказать, подтолкнуть, навести, ну, сами понимаете, да, провести. Нет таких людей. Люди, которые рядом с ним сейчас, это какие-то абьюзеры. Вот такие стоят вот с протянутой рукой, им пользуются. Да, все с него тащат, все с него берут и им пользуются. Даже если он живет со своей семьей, например, там мамы, папы, пользуются. Он как у них там на побегушках, либо в рабстве. Да, ну, у каждого по-своему отыграется. Это печально, потому что парень, он талантливый, парень, он способный, опять же, потенциал у него очень классный. Вы женщина, кстати, которая в нем это видит. Вы видите, вы чувствуете. Может быть, это не сформировалось еще в вашем сознании, но вот прям да, вы вот понимаете, что непростой мальчик, да, не пальцем деланный. Что-то вот в нем такое есть, какая-то жилочка в нем есть. Это его крутой потенциал. Так, в сегодняшнем дне он, конечно, звезд с неба не хватает, к сожалению, но есть такое желание, да, хотя бы одну, но ухватить. Парень в сегодняшнем дне с деньгами, пусть эти деньги не такие уж прям большие, да, небольшие там суммы, но тем не менее он обеспечен. Он обеспечен, и денег достаточно на то, чтобы покрывать свои вот прям нужды, потребности и даже какие-то развлечения. Это есть, это у него не отнять, и без денег он точно не останется. То есть человек дорожит тем, что он имеет, и для него это важно быть платежеспособным, да, быть состоятельным. Так, еще по поводу вредных привычек. В меру
Девочки, здесь есть вредная привычка, но она в меру. Да, может, парень курит, может быть, он выпивает, может, и курит, и выпивает. Но не запойный и не прокуренный, да, там, не по 3 пачки в день и не по литру, да, нарыла. Этого нет. Этого нет. И, в принципе, это вредные привычки, они его не портят. Скорее, как это данность, не знаю, реалии. То есть, возможно, там в его кругу там курят, да, и он курит. Возможно, его там друзья выпивают периодически, и он выпивает. То есть ничего криминального здесь я тоже не вижу. По поводу здоровья. По поводу здоровья какая-то детская у него болезнь есть. Вот с детства тянется. Вот, как хроническая, может быть. Может быть... Вот как врожденное даже что-то может быть. Опять же, все вы разные. А в принципе, она жить ему не мешает. Либо он с ней как справляется, то есть она под контролем находится, эта болезнь. Либо она уже, как знаете, ну, пришла в такую форму, когда просто он к ней приспособился и как бы так живет. Она его не портит, она ему не мешает. Никаких комплексов он на себе не чувствует. Но что-то есть. Вот сразу говорю, по здоровью что-то есть. И, возможно, вы знаете, а возможно, вы и не увидите, и не узнаете еще долгие-долгие годы, да, потому что оно не проявляется, оно не выявляется, он молчит, он что, вы пойдете его к врачу на проверку вести? Конечно, нет. Но что-то есть, что-то по здоровью у него есть. В принципе, оно его не особо беспокоит, и я не вижу, чтобы это как-то влияло на качество его жизни, ну, либо на его возможности. Не вижу, но что-то есть. Так, еще... У женщин он пользуется популярностью однозначно, потому что мужчина видный, мужчина симпатичный, мужчина с активной жизненной позицией, мужчина с денежкой, как ни крути, даже если ее не так уж и много, но все равно она есть. Женщины это видят, замечают. Он такой желанная добыча для любой дамочки, вот 100%. Девушки обращают внимание, и помладше, и постарше, да, все обращают внимание. Хороший парень, он веселый, он открытый, у него лицо открытое, понимаете, вот бывают такие там смурные ходят, а у него лицо открытое и приятное, еще и честное лицо, честное. У кого-то даже отыграется, что немножко как детское, какие-то детские черты лица, либо он иногда так может посмотреть, как ребенок смотрит, да, либо удивляется, как ребенок. Очаровательный, да, он очаровательный. Я не могу сказать, что он харизматичный, но он очаровательный. Может быть, позже он станет харизматичным. А сейчас он просто очаровательный. Так, чистоплотный мужчина, сразу говорю, чистоплотный. Для него это прям пунктик. Он за собой ухаживает. Ну, в меру, конечно, своих возможностей ухаживает. Не будет ходить там с грязной засаленной головой, не будет ходить там не бритый, не мытый. То есть для него уход за собой – это важный ритуал его повседневной жизни. Так, для тех, у кого мужчина не свободен, потому что есть такие, извините, но я это вижу. У кого-то прям так отыграется, что он с другой женщиной либо встречается, либо даже проживает. Там, может быть, жена у него есть. Там у них нет любви, вот честно говорю, там нет любви, там какая-то либо обязаловка, либо просто уже дружба. Да, люди просто дружат. В какой-то момент они перепутали любовь с дружбой, сошлись, а потом так получилось, да, что ничего с этим не поделаешь. Ну, в общем, живут по наитию. Ничего серьезного, ничего стоящего. Там и женщина так к нему относится, да и он к ней относится. Просто вот как брат с сестрой, либо там подружка и друг. Ну, если честно, так оно идет. А если он живет с родителем, ну, я уже вам сказала, да, там чистый абьюз, он у них на побегушках, он у них там на подхвате. Ну, такого, знаете, вырастили себе принеси-подайку. Их это никак не смущает, парня тоже не смущает, потому что он к этому привык и ничего плохого в этом не видит. Да. Ну да, бывают и такие семьи, ну что поделаешь. Я не могу сказать, что его родители его прям совсем не любят, но они его используют, простите, но они его используют. Это, конечно, может стать проблемой, потому что, ну, они привыкли к тому, что он вот щелкнул пальцами, вот он, пожалуйста, рядом, к вашим услугам. Это может быть проблемой, если он решит действительно вот серьезные отношения завести. То есть, а как они его отпустят, да, куда они его отпустят. Ну, в принципе, все решаемо, ну, девочки, не первое, не последнее, да, все оно решаемо, везде можно договориться, либо как-то вот по-другому решить этот вопрос. Все возможно, все возможно. Главное, чтобы он был настроен.
Так, у него, он, смотрите, на пороге какие-то важные задачи стоят. Задачи на работе, по работе, может бизнес свой прокачивать, либо открывает. Вот у него есть задачи. Эти задачи будут отвлекать его очень сильно от вас, либо потребуют, чтобы с головой он погрузился в эти задачи. На ближайшее обозримое будущее возможно момент, когда он будет просто исчезать, пропадать, и, к сожалению, вы друг друга видеть особо не будете, либо не особо будете общаться, потому что он весь в работе, весь в делах. Это важно, девчонки, это реально важно, важно для его будущего и важно для его кармана. Поэтому тут ничего не поделаешь, но что есть, то есть. Я вам говорю, как оно на самом деле происходит. Так, что касается вас. Ну, вас здесь очень круто показали. Вас здесь показали женщиной огнем. Может быть, вы огненного знака зодиака, а может быть, вы воплощение, да, воплощение огненной стихии. То есть характерная, красивая, живая. Горите, вот, да, вот горите, влюбились, горите, работу какую-то нашли хорошую, вот по душе, горите этой работой, увлекаетесь, интересно, понимаете, вот жить, да, жить на широкую ногу, это про вас. И это не значит, что там тратить все, что вы имеете, а вот получать от жизни вот все самое лучшее. Вот такой вы человек. Не всегда, конечно, у вас есть на это возможности, но, тем не менее, вы стараетесь. Кстати, сразу хочу сказать, что живете вы непосредством. Вы меня извините за такую подробность, но вот я вижу, что вы, вот, то ли вы такая стильная, то ли вы такая ловкая, вот как-то одеваетесь вы непосредством, выглядите непосредством. У людей такое впечатление, что вы, ну, я не знаю, лопатой деньги гребете. Вот как-то со вкусом вы одеваетесь. Всегда такая нарядная, всегда такая свежая. Ну вот говорят, что вы непосредством живете. Но оно так и есть, оно так и есть. То, что вам это тяжело дается, ну так это ж никто не видит, да? Со стороны это не видно. Вот кажется, что живете вы легко, что все у вас есть, все у вас замечательное, такая самобытная, сама себя тут сделала, ни от кого не завишу, там туда-сюда покрутилась, повертелась, да, все у вас есть. А на самом деле, конечно, жизнь у вас не сахар, тяжеловато вам это все дается. Вы это совершенно не показываете никому и никогда. Там, может, тяжело прям совсем станет, поплачете в подушку, да, слезы вытрите и дальше по жизни пойдете с улыбкой на лице. Это да, это про вас. Такая вы женщина. Вы очень сильный человек. Очень, очень сильный, кстати, выносливый человек. Так, от мужчин вам уже тут досталось, я вижу. Был какой-то печальный опыт в вашей жизни. Прям досталось, больно было. Больно, несправедливо больно было. Но вы пережили это, вы это пережили, вы даже какой-то прям урок извлекли, как говорится, встала и дальше пошла. Ну, молодец, что сказать, молодец, конечно. У вас какая-то магия в глазах, я вот не пойму, что за магия у вас в глазах. Что-то есть такое, знаете, вот какие-то искорки у вас в глазах. Скорее всего, вы умеете гипнотизировать людей. Есть, скорее всего, у вас такая способность. По крайней мере, вот если вам что-то от человека надо, вы это можете добиться. Вот прям примените свою магию и добьетесь, 100% добьетесь. А, кстати, с вами спорить бесполезно. Вас нельзя переспорить, потому что вы человек умный, вы человек образованный и очень логично думаете, да, логически думаете и размышляете. У вас такая конкретная база аргументов, вас невозможно переспорить. Невозможно. Очень многие по этой причине вас побаиваются, многие с вами не хотят связываться, потому что, ну, как и умная, и красивая, еще и огненная. Страшно, конечно, страшно. Так, есть у вас какой-то поклонник тайный, прям такой, знаете, зашифрованный, я бы даже сказала. Есть. Давно вас любит, но у него любовь какая-то ущербная, если честно. Вот как это, любить, мучиться и молчать. Просто молчать. Тряпочку сидит, молчит, там слезы по вам льет. Ну, в принципе, оно вам и не надо. Вам такие неинтересные, не нужны. И вас не обрадует, если вы узнаете, кто он такой. Но вы его точно знаете. Может быть, даже и чувствовали, да, что вот человек меня любит. Не, ваша интуиция вас не обманула. Как, знаете, вот кто-то из вас точно знает, кто вас любит. Там человек такой не стоящий. Вообще ни ровня, ни пара и рядом не стоял. Да, так иногда бывает. Так, еще по вам.
Стремитесь вы, девочки, жить не хуже, чем другие. И желание вот избавиться от какого-то бремени проблем. Понятно, что вы все разные, и у каждой свое бремя проблем. Вот вы идете к тому, чтобы от этого избавиться. На мужчин вы не рассчитываете, вы рассчитываете только сама на себя. Вообще это не в ваших правилах на кого-то рассчитывать. Вот жизнь вас научила, что вы только сама у себя. Да? Вот на кого я могу рассчитывать, только на саму себя. И это, кстати, правильно. Смотрите, у вас тут ключ выходит очень большой ключ. Ключ от какой-то ценной двери, либо от какого-то большого замка. Но опять же, вы все разные. Не сегодня, а завтра перед вами что-то раскроется, либо кто-то раскроется, информация какая-то поступит, когда возможность появится. Вы, главное, не теряйтесь и воспользуйтесь этим шансом. Воспользуйтесь. И что-то прям очень такое судьбоносное, и то, к чему вы, либо о чем вы мечтали, стремились, либо то, что вас беспокоило, мучило, да, если мы говорим про тайные секреты, раскроется, ключ уже у вас в руках. Так, хотите вы тихого женского счастья, но это не ваша судьба. Это не ваш. Вы знаете, вы слишком яркая, чтобы сидеть дома. Вы слишком яркая, чтобы варить там, не знаю, борщи и сидеть с детьми. Вы талантливый человек, вы красавица, вы умница, вы зажигалочка. Нет, у вас яркая роль. Нет, не домашняя вы девочка, не домашняя. И судьбы домашней я у вас тоже не вижу. Вы должны быть все время как-то на виду, на людях. Вы должны зажигать пространство. Зажигать. Мне вообще идет, что вы как руководитель прирожденный. У вас, по крайней мере, к этому есть дар и есть талант. Попробуйте себя в этом. Хотя бы, я не знаю, может быть, какой-то собственный бизнес организовать. Вот прям это ваше. Это ваше. Ну, смотрите как. Ваше будущее, на самом деле, в ваших руках. Видите, с вашей стороны лодка причалила. Причем лодка большая. Ваше будущее в ваших руках. Но я вам сразу говорю, домашняя девочка – это не ваша роль. Чем больше вы будете на публике, чем больше вы будете с людьми, тем больше энергетики вы будете получать, тем больше сил у вас будет, тем больше возможностей у вас будет. Если закрыться в 4 стенах, вы сами себя тушите. Понимаете, вам не хватает кислорода. Так нельзя. Так нельзя. Если вы в последнее время вообще дома сидите, но вы просто чахнете на глазах, чахнете, девчонки, выходите на улицу. Чем больше столпотворений вокруг вас, тем вы ярче, тем жизнь у вас насыщеннее и наполненнее. То есть вам обязательно нужно вот среди людей, в кругу людей, общение, разговоры, встречи, да просто пойти, не знаю, куда-нибудь потолкаться, где много людей. Вот это вас заряжает, дает вам энергию. Вам, кстати, очень интересная судьба уготована. Здесь просто показали, что ваша звезда еще не взошла. Она должна взойти. Именно ваша звезда. Может быть, какую-то известность вы должны получить, популярность, либо какую-то видную роль в жизни занять. Да, каждый по-своему отыграется. В принципе, это у нас общая отсыпка-то идет. Так, будет ли что-то между вами? Вот, видите, вы друг на друга смотрите. Однозначно, вы друг другу очень интересны, и вас очень друг к другу тянет. Это 100%, здесь даже никаких сомнений. Но между вами стоят часы, песочные часы. То есть в сегодняшнем дне, когда мы делаем эту отсыпку, время не пришло на то, чтобы вы сошлись и были вместе. Здесь еще какие-то задачи. И у вас задачи, и у него задачи. И вы должны будете каждый по-своему, в своей стороне, свои задачи порешать. Только лишь решив свои основные первостепенные задачи, когда вы себя поувереннее почувствуете, когда он себя поувереннее почувствует, вот тогда вы и сойдетесь. У вас, смотрите, у вас дороги сходятся, по-любому сходятся, и, скорее всего, будет какое-то мероприятие, какой-то праздник, сойдутся ваши дороги. И он будет открыт в вашу сторону, да и вы ему не откажете. Вот мне идет атмосфера праздника. Атмосфера праздника. Он тонет в ваших глазах, а вы таете в его руках. Вот. Вы как друг другу отдаетесь. Такой момент я вижу. Что за праздник? Не знаю. Вот какой-то праздник, и вы будете, и он будет. Может, корпоратив, если вы вместе работаете. Может быть,
там общая компания, да, у кого-то день рождения, может быть, даже Новый год. Вот какой-то праздник идет. Вы друг на друга не рассчитываете. Либо вы не знаете, что и он, и вы там будете. Но вот прям произойдет, как магия между вами произойдет. Чуть попозже будет, не сейчас, не в ближайшие там несколько дней, не в ближайшие несколько недель, чуть попозже. У вас дороги сойдутся. Сейчас каждый из вас будет время тратить на себя, на свои основные задачи. Это неплохо. Это такая вынужденная пауза между вами для того, чтобы вас потом ничто и никто друг от друга не отвлекал. Потому что когда вы с этим мужчиной вот друг к другу прилипнете, а вы точно к друг другу прилипнете, вы позабудете обо всем на свете, и он позабудет обо всем на свете. Вот так не идет. Шанс на отношения, он вам будет дан. И то, что у вас вот прям стыковочка произойдет, это точно. Это точно. Но это даже, знаете, как неизбежно, что ли, да? Это неизбежно. Даже несмотря на то, что он может быть не свободен, даже несмотря на то, что вы, может быть, там какие-то принципы у вас есть. Но вот прям так потянет, так намагнитит, что сопротивляться здесь уже никто не сможет. Атмосфера праздник, какой-то праздник. И вы, и он там есть, участвуете, и вот прям друг к другу прилипнете. Чуть-чуть подождите, пока позанимайтесь своей жизнью, своими задачами. Пусть он свою жизнь прокачает. И здесь между вами это неизбежно. Неизбежно. Как дальше у вас пойдут отношения, к сожалению, мне не показали. Но я думаю, что вот этот праздник, вот эта вся атмосфера, и то, что между вами произойдет, я думаю, там все решится. И уже и вы, и он будете понимать, кто вы друг другу и что вам дальше делать. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.